Неужели мировое сообщество сдалось и признает Талибан? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему российские СМИ перестали называть Талибан запрещенной в России организацией. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. Международное информагентство «Россия сегодня», РИА Новости и «Спутник» перестало называть Талибан запрещенной в Российской Федерации организацией. Письмо с соответствующей директивой 8 ноября было разослано всем сотрудникам, руководителями подразделений МИА «Россия сегодня», передает телеграм-канал «Осторожно! Новости», в распоряжении которого оно имеется. В тексте письма указано, что с сегодняшнего дня журналисты должны в сноске вместо формулировки «запрещенная в России террористическая организация» писать «организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность». Со второй половины дня 8 ноября на сайтах РИА Новости, Спутник и РТ уточнение дается в новой формулировке. При этом Талибан все еще числится в едином федеральном списке организаций, признанных Верховным судом России террористическими. Решение суда было принято в феврале 2003 года. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, это признание? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Отметим, что 21 октября на сессии дискуссионного клуба «Валдай» президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что Россия движется в направлении принятия решения об исключении Талибана из списка террористических организаций, но прежде это должен сделать Совет Безопасности ООН, который еще в октябре 1999 года принял резолюцию 1267 о признании Талибана пособником террористов и наложил санкции на это движение. Талибан пытается бороться с крайними радикалами и с абсолютно ни у кого не вызывающими сомнения в своих террористических устремлениях организациями, с такими как ИГИЛ. Да, это были попутчики. Мы это понимаем, мы же из реалий исходим. Это были сиюминутные попутчики, сейчас они сами на Талибан нападают. Пока правительство талибов, захватившее власть в Афганистане 15 августа этого года, официально не признало ни одно государство мира. Афганистан все-таки стремится к тому, чтобы быть современным государством. А как вы думаете, это случится? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.